Доброе утро, дорогие друзья. Просыпаемся, открываем глаза, включаем самое главное телевизор или открываем приложение YouTube и находим, точнее не приложение YouTube, а приложение НВК Саха, находим нашу программу и смотрим. Сегодня на календаре 5, хотелось бы сказать кому-нибудь, может быть, марта, но нет, апреля, друзья, уже второй месяц весны, мы живем, 5-й день в нем находимся, и вторник, самое главное, на календаре. Катерина Винокурова, Павел Танин, мы вас приветствуем. Доброе утро. В нашем сегодня выпуске мы поговорим о том, как и кому положен перерасчет за отопление и что делать, если вдруг приходят крупные суммы к выплате за коммунальные услуги. Думаю, что многим интересен этот вопрос, поэтому вы уже можете задавать свои вопросы по нашим номерам контактным. В студию к нам уже пришел руководитель Госжилнадзора Республики Павел Аргунов и готов отвечать на наши, ваши вопросы. Наши, ваши, есть они, такие вопросы у нас. Расскажем также о новой находке строителей, занимающихся реконструкцией проспекта Ленина в Якутске. Санкции нипочем. Как производят вкусную и качественную молочную продукцию в городе Ленске, покажут наши корреспонденты. Также к нам в студию придет участница республиканского конкурса «Учитель года» из города Ленска Наталья Коновалова. Также спешим сообщить, что нас можно найти в Телеграме. И для этого достаточно просто зайти в сам Телеграм, непосредственно вбить в поиске «Утро Якутии», слитно, или же поставить значок собачки, написать «Утро Якутии», вы наш канал найдете, подпишитесь обязательно, будете следить за всяким контентом, который мы там выкладываем. За анонсами, за розыгрышами, конкурсами, в общем, все. И опросами, самое главное. Да, все мы делаем для вас. Ну а далее знакомимся с погодой. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 9-10 градусов мороза. В заречной группе от 5 до 21, в южных 11-13, в вилюйской группе 12-14 градусов, в нижнеленских 16-17. В западных от 10 до 14, в Колыме-Дигирской 20, местами 29, в Янских до 30 градусов мороза, на северо-западе 22-27. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 8 градусов со знаком минус. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня днем ожидается у нас без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 1-3 градуса мороза. На улице с каждым днем становится все теплее, это, конечно, радует, но многих жителей города Якутска не радует другой момент, что обычно в это время происходит перерасчет за услуги отопления. У кого-то уходит в большую сторону, у кого-то уходит в меньшую сторону. Ну, обиднее, можно сказать, больше всего тем, конечно, у кого уходит в большую сторону. С чем вообще связаны эти перерасчеты, от чего они зависят, и как, в принципе, можно экономить на такой строке расходов, как отопление, попробуем сейчас разобраться. По правилам предоставления коммунальных услуг перерасчет производится только в тех домах, где установлены общедомовые счетчики. Все остальные платят по нормативу. В настоящее время оснащенность общедомовыми приборами учета у нас в республике составляет 52%. Это порядка 8 тысяч домов из 12 тысяч домов оснащены общедомовыми приборами учета. Общедомовые приборы учета необходимы для определения фактического потребления энергоресурсами. Жительница новостройки в 203-м микрорайоне столицы Анастасия Москвитина после перерасчета за отопление в прошлом году была в приятном шоке. Экономия оказалась существенной. Перерасчет составил, в моем случае, например, более 20 тысяч рублей, что позволило мне не оплачивать услугу за отопление в течение года. Что касается этого года, мы тоже его ждем. В новых домах фактическое потребление тепла, как правило, в 2 раза меньше норматива. А в старых домах перерасчет может быть и в сторону увеличения. Все зависит от состояния дома, года постройки, а также погодных условий. У нас увеличение потребления по сравнению с 2020 годом произошло, потому что, скажем, на 15%, если в 2020 году
ресурсниками нам было выставлено 32 тысячи гигакалорий, то в этом году 39 тысяч. Если бы в домах не стояли бы приборы, то есть мы бы рассчитывали по нормативу. Если жители УК «Солидарность» в основном в плюсе, то жители дома по улице Дзержинского, 8/2 столицы в эти дни в недоумении. Получив квитанции, подумали, что суммы счетов – первоапрельская шутка. Они увеличились в разы, при том, что коммунальные платежи они оплачивают регулярно. У меня всегда было 1003 примерно, а сейчас мне стало 25 с чем-то. Вот. Было изумительно. Ну ладно мне, вот, пожалуйста, у соседки там еще тяжелее ситуация. Да, у меня вообще 41 тысяча, сейчас я вам покажу. Это при условии, что мы оплачивали все счета. Да, регулярно. мы тоже ежемесячно платим. Как утверждают жильцы этого дома, капитальный ремонт, произведенный несколько лет назад, ограничился лишь кровлей, а до инженерных сетей дело вовсе не дошло. Возможно, это обстоятельство и стало причиной перерасхода тепла. Ресурсоснабжающее предприятие официально по этому поводу жильцам еще не ответило. Уточним, что перерасчет в сторону увеличения производится в том случае, если дом потребил больше, чем жители за него оплатили. Между тем, жильцы дома по улице Дзержинского, не согласные со столь существенной корректировкой, намерены обратиться в контролирующие органы и подать в суд на ресурсоснабжающую организацию. Вопрос сразу возникает по оформлению субсидий. Висит долг 38 тысяч. Оформлять субсидию невозможно. Пока висит долг. Это какой-то заговор получается. А жители микрорайона Алроса в Ленске давно жалуются на холод в квартирах. Здесь даже приборы учета воды замерзают зимой. Если суп сваришь в минус 45-46, можно оставлять кастрюлю. Так, на кухне. Можно ее в холодильник ставить, потому что очень холодно. Ну, там бывает даже такая корочка ледяная. Кстати, собственники домов могут сэкономить на платежах за гигакалории, если устранить причины потерь драгоценного тепла. Например, смотреть, чтобы окна в подъезде в морозы были закрыты, обращать внимание на изоляцию труб и состояние общедомового прибора учета. Тут либо ресурсоснабжающая организация, либо управляющая компания, или собственники сами должны проводить мероприятия, сами активно изъявлять это желание, да, проводить этот ремонт. Здесь можно разными путями. Тот же, там, если это многоквартирный дом, они могут спецсчет открыть по капитальному ремонту. Да. Я думаю, что сегодня на самом деле хватает достаточно механизмов, да, для удовлетворения активности граждан. Да? К сожалению, не всегда мы, граждане, и пользуемся этим правом, да, и своей обязанностью грамотного собственника. Поэтому сейчас есть и энергоэффективный капитальный ремонт, есть просто капитальный ремонт, есть вот энергосервисные контракты. Да. В конце концов, граждане должны разбираться, мы все собственники должны разбираться в платежках, за что мы платим. Повышать энергоэффективность и требовать от управляющей компании и ТСЖ надлежащего содержания инженерных сетей и не забывать при этом изучать и отстаивать свои права, советуют жильцам таких домов специалисты. Иначе как минимум раз в год придется платить за коммуналку крупные суммы, либо доказывать некорректность показаний и расчетов через суд. Туяра Филиппова, Джугус Иннокентьев, Светлана Балеева, Ленск, Якутск. Ну а более подробно на эту тему мы сейчас будем говорить с нашим гостем, руководителем управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия Павлом Моргуновым. Павел Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Обсудим, так сказать, горяченькую тему. Вот. Но прежде всего, если люди считают, да, перерасчеты, в принципе, вот лично я принцип механизма перерасчета знаю, как он начисляется, за счет чего и так далее. Если люди считают, что неоправданно, некорректно перерасчет произведен, да, куда им стоит обращаться и вообще какие полномочия есть конкретно вот у вашего ведомства? Ну, во-первых, наше ведомство занимается двумя направлениями. Это стройнадзор, то есть это мы надзорим за качеством и за соответствием строящегося объекта проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу. И второй момент – это как раз жилищный надзор и лицензионный контроль. Одним из направлений, которое является вот, контроль за качеством осуществления коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг и на соответствие расчетов по предоставлению вот таких услуг. То есть в таких случаях, в принципе, можно обращаться непосредственно к вам? Да, ну, во-первых, необходимо обратиться, в первую очередь, если возникают вопросы в адрес управляющей компании своей, либо ТСЖ, либо ЖСК, либо если
напрямую заключен договор с ресурсником, то необходимо обратиться в адрес ресурсно-снабжающей организации. Если вопросы все-таки остаются, то граждане могут обратиться с жалобами в адрес нашего управления. Наше управление проведет проверку и примет меры необходимые. Многих интересует вопрос, как производится корректировка размера платы за отопление и кто ее должен производить. Во всех муниципальных образованиях, кроме Жатая, оплата за отопление осуществляется круглый год равными долями. Потом, по истечению года, в течение первого квартала, ресурсоснабжающая организация либо управляющая компания осуществляет перерасчет. То есть смотрит на показатель общедомового прибора учета, смотрит, сколько человек оплатил и должен произвести перерасчет в сторону понижения либо в сторону увеличения в зависимости от показателя общедомового прибора учета. И этот перерасчет осуществляется беззаявительно, то есть человек ничего не должен написать, ничего не должен просить. И, как я уже говорил, перерасчет должен осуществляться в течение первого квартала. Но проверку, получается, производит управляющая компания или ресурсоснабжающая, вот именно показателей приборов общедомового? Показатели общедомового прибора учета ежемесячно направляются управляющей организации в адрес ресурсно-снабжающей организации. Собственно, вот если произведен перерасчет в большую сторону, да, в принципе, человека может заинтересовать, как он может сам лично там проверить вот эти показания общедомового учета, сравнить, может быть, их как-то, понять, что да, вот действительно цифры показывают. Необходимо направить запрос в письменном виде в адрес контрагента своего договора, это управляющая организация, либо ресурсник. Если в установленный срок ответ не предоставляется, либо предоставляется неполный ответ, либо вообще там идет отказ, то необходимо обратиться в наш адрес. А вот срок ответа сколько составляет? В течение 3 дней управляющая организация должна ответить. И для ресурсоснабжающей, если вдруг обращение в ее адрес, тоже 3 дня получается. Да. 3 рабочих дня. Вот. На самом деле тема действительно горячая. Прямо сейчас нам нужно прерваться на небольшой перерывчик, после которого, Павел Анатольевич, мы продолжим разговор. Действительно, возможно, у кого-то будут вопросы, которые можете отправить нам на номер телефона 8 914 273 4488, в Телеграме написать. Мы это, в принципе, можем прочитать, и вопросы Павлу Анатольевичу зададим обязательно, и ответы Да, пока получим. есть возможность, пишите нам, мы работаем в прямом эфире. Далее слово передаем нашим коллегам. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Качественно подойти к реализации президентской инициативы по капремонту школ поручил правительству Айсен Николаев. Инициатива Владимира Путина по капитальному ремонту школ является важнейшим проектом укрепления материально-технической инфраструктуры и модернизации общеобразовательных организаций республики. Реализовать проект необходимо максимально эффективно и качественно, подчеркнул глава региона. Нашей республике на эти цели выделено порядка 3 миллиардов рублей. На сегодняшний день из 58 школ, включенных в план капремонта, торги состоялись только по 40 объектам, что вызывает опасения по соблюдению сроков исполнения работ. Между тем, производством хлебобулочных изделий в Горном районе занимаются 14 предпринимателей. Компании «Бердигистяха» запаслись мукой до середины мая. Районные пекарни на прошлой неделе испытывали трудности с закупкой. Сообщалось, что на оптовых базах Якутска подорожала мука. Однако сейчас цена за килограмм не превышает 42 рубля. Кроме того, ожидается новое поступление, рассказали представители района. Для поддержки малых пекарен в районе планируют выделить субсидию. Количество дорожной техники на ремонте проспекта Ленина в Якутске удвоят. Об этом сообщил директор компании «Главстрой» Алексей Варламов. Он подчеркнул, что на этой неделе планируется вывоз вынутого грунта, а также завоз инертных материалов. Должны успеть с необходимыми объемами для обеспечения работ до закрытия переправы.
Всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет на 4 площадках в столице республики в субботу 9 апреля. Всего в Якутске открыты 4 площадки. Горожане могут написать диктант либо в историческом зале Национальной библиотеки, либо в культурном центре «Сергелякские огни». Остальные 2 площадки закрытые. Первая для иностранных студентов, проходящих специальный тест «Труд» для неносителей языка. Вторая для школьников. Ее откроют в пространстве коллективной работы «Точка кипения». Чтобы написать диктант офлайн, необходимо заранее записаться на площадку, так как количество мест ограничено. Необычный и уникальный подарок якутский энтомолог, специалист по жесткокрылым насекомым Александр Аверинский передал Институту естественных наук Северо-Восточного федерального университета в дар коллекцию насекомых. Экспозиция включает в себя более 300 жуков и свыше 100 бабочек. Насекомые населяют всю землю, живут в воде и на суше, в пустынях и в снегах, на вершинах гор и в глубинах водоемов. Это один из самых многочисленных классов животных. По примерным подсчетам, на планете живут около 10 квинтиллионов насекомых. Энтомологическая выставка на территории ботанического сада СВФУ будет действовать до осени. Вход свободный. Как ботанический сад мы являемся такой площадкой для экологической, такой просветительской деятельности у населения и представляем вам вот эту вот коллекцию, которая представлена около 300 видов жуков и около 100 видов бабочек. Это не только насекомые нашей флоры, то есть якутские, но и животные, насекомые, которые не обитают в Якутии, но тем не менее они очень интересны, и мы бы хотели, чтобы как можно больше людей познакомилось с ними и увидела, какие они прекрасные и необычные. Это «Утро Якутии». Мы обсуждаем сегодня вопрос перерасчета за отопление, который вот на этих днях буквально произошел. У многих людей, у кого-то перерасчет ушел в минус авансов, кстати, порадовал очень сильно. Кого-то наоборот. А разговариваем мы на эту тему с руководителем управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия Павлом Аргуновым. Павел Анатольевич, собственно, остановились мы на общедомовом приборе учета. Кто же обязан устанавливать вообще этот прибор и как узнать вообще, жителям, в доме? Обязанность установки общедомового прибора учета – это обязанность собственников, то есть они должны провести общее собрание и принять решение об установке общедомового прибора учета. Это требование закона. И на этом собрании решить, каким образом эти расходы оплатить. То есть единовременно собрав деньги, либо распределить эти средства помесячно в составе квартплаты. То есть рассрочка это? Да, рассрочка. И второй вопрос какой был? Второй вопрос, как вообще узнать жителям, есть ли в доме? Да, вот для того, чтобы узнать наличие общедомового прибора учета, необходимо запросить данную информацию у управляющей компании. То есть они ее должны предоставить. А как вообще часто в управление поступают обращения от граждан в связи с некорректным начислением платы за отопление? Постоянно поступает. И наше управление орган, который получает наибольшее количество обращений граждан, один из таких органов, порядка 3,5 в год поступает. Из них порядка 20-25% как раз по вопросу перерасчета, по вопросу правильного начисления платы за коммунальные услуги. Как проходят проверки? И какие итоги, как правило, бывают? Итоги разные бывают. Иногда подтверждается правильное начисление со стороны управляющей компании, либо мы поправляем управляющую компанию, принимаем меры, то есть даем предписания, штрафуем их, и, соответственно, управляющая компания осуществляет правильный перерасчет в сторону минуса, как правило, бывает, если жалоба идет, При этом мы не должны выходить за предмет проверки, то есть к нам, например, обратился гражданин, который проживает в квартире номер 12, в 60-квартирном доме. Мы, соответственно, проводим проверку только в отношении его квартиры. В отношении всего дома и его соседей мы, к сожалению, не можем обязать управляющую компанию произвести перерасчет. И, соответственно, тоже люди
бывают недовольны, что вот моему соседу сделали перерасчет, А мне нет. а мне нет. А почему так произошло? Ну, потому что мы не можем по закону выйти за предмет проверки. То есть, грубо говоря, сами тоже пишите обращение, мы вашу квартиру проверим. Можно так сказать, а можно сказать, чтобы обратились коллективно. Еще можно коллективно. А если ошибка была со стороны управляющей компании, как долго вот идет вот этот процесс перерасчета? Ну, проверка у нас, как правило, осуществляется в течение 30 дней. Если в течение 30 дней мы не улаживаемся, то, соответственно, продлеваем проверку еще на 30 дней. По итогам проверки мы даем срок, ну, определенный срок, там, месячный или какой-либо срок для того, чтобы сделали правильный перерасчет. И этот срок управляющая компания обычно делает, по итогам которого мы также выходим на проверку исполнения нашего предписания. И, соответственно, если то есть управляющая компания не сделала, то еще раз штрафуем. Ну вот хорошо вы отметили, что проверка проводится всегда индивидуально, то есть вот в отношении какой-то одной квартиры. И тут назревает вопрос про индивидуальные приборы учета, потому что хоть сейчас это и редкость по отоплению конкретно, но все же они начинают появляться. Вот новостройки, новые дома, люди въезжают в квартиры с счетчиками по отоплению. Казалось бы, дикость, а нет, это уже современность приходит к нам. А могут ли делать перерасчет в отношении потребителей, именно у которых есть индивидуальные приборы учета? По индивидуальным приборам учета оплата ежемесячно осуществляется по показателям прибора учета. Ну, если своевременно этот показатель предоставлять до 25 числа, ежемесячно необходимо показатель либо в системе ГИЖКХ, либо напрямую управляющей компании предоставлять показатели всех приборов учета, если, конечно, централизованно эти показатели не снимаются. То есть, фактически тогда не будет перерасчета при индивидуальном приборе учета. Павел Анатольевич, спасибо большое, что в нашу студию пришли. Актуальный на сегодня очень вопрос мы обсудили. Я думаю, многие узнали что-то новое, полезное, опять же, и что делать в сложившейся ситуации, если вдруг она вас коснулась. Ну, а прямо сейчас мы узнаем о том, какими событиями сегодняшний день запомнился в истории нашего мира. 5 апреля – Международный день нравственности. Кроме того, сегодня Международный день супа, пасхальный понедельник у западных христиан и день посадки деревьев в Южной Корее. По народному календарю в этот день зазывали птиц, защитников от вредителей. Пернатых приманивали крошками, зернышками и льняным семенем. 5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Якоба Рогевина открыла остров Пасхи. Он является самым удаленным населенным островом в мире. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3703 километра, до острова Питкэрн, ближайшего населенного места, более 1800 километров. 5 апреля 1874 года в Вене впервые исполнена знаменитая оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса сына. В 1955 году в этот день Уинстон Черчилль завершил свою политическую карьеру. Премьер-министром Великобритании его назначили с началом Второй мировой войны. 5 апреля 1991 года – день рождения авиационной группы высшего пилотажа ВВС России «Русские витязи». Фигуры в воздухе они выполняют на истребителях Су-27 и Су-30. 5 апреля 1588 года родился Томас Гоббс, английский философ-материалист. В 1916 году в этот день родился Грегори Пек, американский киноактер, лауреат премии «Оскар». 5 апреля 1976 года появилась на свет Наталья Рогозина, российская спортсменка-боксер, чемпионка мира по боксу. Именины в этот день празднуют Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Никон, Пелагея и Сергей. Жизнь порой приносит такие какие-то неожиданные сюрпризы, приветы из прошлого. Строители на проспекте Ленина в столице вновь обнаружили исторические артефакты. В этот раз во время земляных работ обнаружились деревянные чурки, которыми, как оказалось, был уложен проспект Ленина. О том, что значит этот факт для истории столицы, наш коллега Дмитрий Тымыров поинтересовался у специалистов на месте ремонтных работ.
Вот таким образом, слой за слоем, строители демонтируют старые слои проспекта Ленина. И вот буквально на днях они обнаружили странные деревянные конструкции в виде чурок и балок. Получается, вот где гостиница Лена, оттуда вода Сабвея. Ага. Там, получается, вот эти чурки были. Да, слабые грунты. И получается, где перекресток Амосова. Там тоже. По словам рабочих подрядной организации, скорее всего, эти балки и чурки были использованы в свое время для поддержания теплоизоляционного слоя, чтобы асфальт не ходил, так как на этом участке дороги мягкие грунты. Раньше, получается, для теплоизоляционного слоя использовали древесину. Сейчас на данный момент дорожное строительство развивается, и вместо древесины укладываем пеноплекс. И получается, делают изыскания, где слабые грунты. Это все в проект входит. По данному проекту мы укладываем пеноплекс. Со строителями историки не согласны. Как они нам сообщили, скорее всего, это исторические артефакты. Мостовые переходы, которые возводились здесь еще в 50-х годах. В начале 30-х годов Якутск начал бурно развиваться. Тогда, так же как и сейчас, особо остро стоял вопрос транспортной логистики. Но не было ни бетона, гравия, тем более асфальта. Зато древесины было навалом. В 1928 году уже было создано управление автодорожное управление, дорожного строительства было организовано, а уже в 1929 году был в Якутске построен лесопильный завод. Я говорю о том, что началось бурное строительство, да? Значит, люди надо строиться, где-то жить, и поэтому он выполняет эти функции. Ну и параллельно, конечно же, для дорог, потому что, начиная со Строга, дороги всегда были у нас очень плохими. Даже сегодня, видите, проблема идет строительство проспекта Ленина. И сегодня эта проблема продолжается. И, конечно же, было принято тогда очень такое правильное решение. А так как у нас булыжников ничего такого не было, как, скажем, в европейской части России, там же булыжные дороги, да, из булыжников делать, то здесь было принято решение и из таких чурок делать. Поэтому, конечно же, лесопильный завод, он выполнял и эту функцию. И уже в 40-х годах часть центральных улиц столицы были полностью уложены такими чурками. Что хорошо, эти чурки, они же вот ствол дерева, да? А ствол дерева все-таки он дышит, да? Вот поэтому влага, она могла проходить через эти чурки, пропитываться, уходить там в грунты и прочее, да? Поэтому, и потом, конечно, это еще и смотря какой материал. Если лиственница, то мы знаем, что вся Венеция стоит на лиственнице, да? Поэтому лиственница, она, конечно, и выполняла, хорошо сохранялась. И когда, скажем, не хватало кислорода, что-то еще, она еще даже каменела. Сегодня, допустим, это уже камень фактически. Информацию об этом даже писали в те годы в газете «Социалистическая Якутия». Эти кадры сохранились и по сей день в музее Ярославского. Ну а далее, по мере развития города, строительства крупных предприятий и заводов, на прокладку проспекта Ленина, как мы можем увидеть, использовали новые по тем временам технологии. Например, если здесь посмотреть, то проспект Ленина в свое время имела бетонное покрытие. Ну а далее уже начали строить дорогу по другим технологиям. Руслан Васильевич в конце нашего разговора даже взял с собой пару штук исторических артефактов, что в будущем они украшали музей, который появится в музейно-историческом комплексе «Старый город-2». Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Доброе утро всем, кто только что присоединился к нашему эфиру. Каждый вторник с нашим экспертом-филологом мы рассказываем вам о правилах и нормах русского языка. Сегодня в очередном выпуске говорим правильно. Мы будем подбирать синонимы к слову «предложение». Доброе утро, дорогие телезрители! В русском языке есть такое замечательное слово, как предложение. Это существительное от глагола «предложить». И обозначает оно то, что предлагается – услуги, помощь или перемирие. Оно может быть выгодным и сомнительным, интересным и конкретным. А еще слово «предложение» употребляется в терминологическом значении. Например, в лингвистике есть такое понятие, как простое или сложное предложение. А в экономике слово «предложение» обозначает выпуск товаров на рынок. Поэтому есть такое выражение – спрос рождает предложение.
В этом терминологическом смысле слово «предложение» имеет синонимы, такие слова как «оффер» и «оферта». Так, в торговле оффер – это четкое предложение продать или купить какие-то конкретные товары или услуги на определенных условиях. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Ну вот говоря про предложения, в последнее время, да и не последнее, уже много лет, местные производители предлагают огромное множество сельхоз разной продукции. И вот предприятие Батагайское, что оно может предложить, узнаем в репортаже наших коллег. 240 бутылок йогурта, 250 кефира, 40 литров сливок, около 1000 литров молока, 90 килограммов творога и около 20 килограммов сыра ежедневно на прилавке магазинов Ленска предоставляет главное сельхозпредприятие Ленского района «Батамайское». Производство их продукции практически не зависит от иностранных поставщиков. Единственная упаковка из импортного сырья, привозная. Но и эта проблема решаема. На днях установим еще и фасовочное оборудование, которое фасует пленку. Поэтому по части снабжения ленчан молочной продукцией никаких проблем нет. Могу заверить, что у нас молочная продукция не подорожает. Мы нашу молочную продукцию торгуем по тем ценам, которые были и в прошлом году, и позапрошлом году. И глава района Жумарт Абельманов еще в самом начале объявления санкций заверил, что на местную продукцию цены заморожены и расти не будут. Сегодня ажиотаж идет абсолютно большой везде. Но мы к этому, в принципе, были готовы. Наверное, мы развивали свое местное производство. Соответственно, мы приняли решение еще 25 февраля, что на местную продукцию мы все цены на год замораживаем до конца года. У нас так и остается. Кроме того, Батамайская расширяет ассортимент. Руководство планирует возместить дефицит привозной молочной продукции и наращивает обороты производства 1,5% молока и низкожирного сыра. Нашим предприятием изготавливается очень большое количество молочной продукции. В том числе это ряженка, йогурт разных видов, молоко, кефир. В будущем мы планируем расширение ассортимента. Будем изготавливать 2 вида сыра новых. Это качетка и моцарелла. Сыр полюбился ленчанам сразу, как только попал на прилавки магазинов прошлым летом. Свежая продукция местного производства, без консервантов, самое главное. Вкусно. Мы любим все продукты, и сметану, и творожок, и кефир. Ну, все, что предлагают, все нравится. Сегодня в день для производства молочной продукции перерабатывается 3 тонны молока. 1,5 из них собственного надоя и 1,5 приобретенного у сельских фермеров. Своих дойных коров в Батамае 200. Всего поголовье стада 560 голов. Оборудование на предприятии частично российское, но есть и голландское. Оно абсолютно новое, и пока проблем с ремонтом и комплектацией возникнуть не должно. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Как говорится, не хлебом единым. В нашей постоянной рубрике по вторникам специалисты Национальной библиотеки дают рекомендации по чтению новых книг. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканале Якутия-24 НВК Сахара мы поговорим с вами о книге Марка Леви. Литературная карьера Марка Леви, одного из самых известных французских писателей, развивалась достаточно стремительно. Первая же его книга «Между небом и землей» прогремела на весь мир и вскоре была экранизирована самим Стивеном Спилбергом. Следующие же его романы также непременно становились бестселлерами, и не только на территории самой Франции. Об одном из этих бестселлеров мы сегодня с вами и поговорим. Книга, которую я держу сегодня в руках, называется «Каждый хочет любить». Это забавная и трогательная история о сложностях взаимоотношений, о настоящей дружбе и любви. Книга имеет простое повествование, очень легкое изложение и без витиеватых приукрашиваний. Чтение погружает в глубину сюжета, здесь очень активно переживается за главных героев. И стоит отметить, что роман
очень хорошо тренирует наше с вами воображение. Читая, словно просматриваешь фильм в ключе старых добрых французских комедий. Для примера здесь напрашивается фильм «Игрушка» с Пьером Ришаром. Ну, кого же этот фильм оставлял когда-либо равнодушным? Главными героями в этой книге и фильме, да, эта книга была также экранизирована, играют, выступают двое мужчин, друзья детства, схожие тем, что оба находятся в разводе, и у каждого из них есть ребенок. Один из них проживает в Лондоне, второй в Париже. И однажды один из них решает кардинально что-то изменить в своей жизни. Тут-то и начинается самое интересное. Я непременно рекомендую к прочтению эту книгу на выходных. Это очень теплая и душевная история, несет для нас с вами очень важное послание. Любите, дарите, принимайте любовь, открывайте свои сердца, и мир вокруг непременно преобразится. Приятного чтения! Любите открывать свои сердца, и жизнь вокруг преобразится. По-моему, слова прекрасные. Прекрасно. И наверняка похожим девизом руководствуется и наша следующая гостья. Учитель начальных классов Ленской школы номер 2 с углубленным изучением отдельных предметов Наталья Коновалова. Наталья Сергеевна, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Наталья Сергеевна, какую фразу чаще всего повторяете вы своим ученикам? Своим ученикам чаще всего говорю: у тебя все получится. Это, наверное, придает ребенку каких-то сил и уверенности в себе. Ну, мне кажется, действительно, слова очень хорошие, слова поддержки, как минимум. Да. И это слова действительно учителя, педагога, наставника. Да, и закладываются прямо вот в ребенке, да? Да. И вот неспроста, я думаю, что вот именно вы с таким вот настроем решили участвовать в конкурсе «Учителя года». Вообще, что для вас значит участие в профессиональном вот этом конкурсе? Это все-таки, как-никак, конкурс профмастерства в первую очередь. И почему решили вообще участвовать? Ну, для меня это прежде всего попытка самореализоваться, показать себя, посмотреть опыт своих коллег, провести, наверное, самоанализ своей деятельности. Ну и приобрести, конечно, прежде всего новый опыт, который я, естественно, буду применять в своей работе в будущем. Ну, расскажите, вот как проходил районный этап, насколько вот было конкурентов, была ли вот эта вот конкуренция? Событие, конечно, очень волнующее. Проходил он у нас в марте месяце. Мы участвовали, проводили семинары, классные часы. Коллеги попались у меня очень интересные, с хорошим опытом. В общем, это было очень интересно и познавательно для всех. Как минимум, думаю, есть еще и что запомнить, а потом и вспомнить. Да, конечно. Вот. А что-то можете рассказать про региональный уже этап республиканский? Да, конечно. Ну, прежде всего хотелось высказать благодарность Институту развития образования и повышения квалификации за организацию этого конкурса. Нынче он проходит уже 32-й раз. Институт этот пользуется очень большой популярностью у педагогов республики. Мы готовимся, настраиваемся, учимся новому. В общем, все еще у нас впереди. А про этапы конкурса расскажите нам? Ну, прошли уже несколько этапов. Первый этап — это была медиавизитка. И вот вчера буквально прошла эта педагогическая мастерская. Впереди у нас еще мастер-классы, открытые уроки. Вот из этих этапов, да, нескольких, что-то для себя определяете, может быть, как самое сложное, волнующее, а что-то такое? Ну, это легко, с этим я справлюсь. Нет, таких этапов нет. Каждому этапу отдаешься за 100%, конечно. Очень нервничаешь, но нужно выполнять свою работу качественно. А ученики вас поддерживали? Обязательно. И продолжают поддерживать и ученики, и родители, конечно, и коллектив, и моя семья. Вот открытые уроки — один из этапов конкурса. Известно ли уже, где будут они проходить, в какой школе? Да, конечно, они проходят на разных площадках. В общем-то, распределены все учителя. Ну, программа очень хорошо продумана, организаторы молодцы. Поэтому у нас, у педагогов, которые готовятся, в этом плане все хорошо. Мы настраиваемся
на прохождение следующего этапа. Какую тему вы выбрали? Ну, я выбрала предмет технология. Ну, мое направление — это экологическое воспитание младших школьников. Интересно, на самом деле, направление такое, мне кажется, актуальное в последнее время. Вот. Но вот на ваш взгляд, престижна ли сегодня профессия учителя? И вот почему конкретно вы решили посвятить свой трудовой путь именно Мечтали этому? ли об этом в детстве, может быть? Ну, прежде всего, конечно, все работы хороши, но выбирай себе на вкус. Но дело в том, что, ну, наверное, мой путь, он был предопределен судьбой, моим внутренним миром. У меня тяга к чему-то всегда прекрасному, доброму. А дети обладают особой энергетикой. И вот когда у нас с ними вот эта энергетика совмещается, да, происходит волшебство. Конечно, я получаю удовольствие от своей работы. А вот помимо вот этой самой энергетики, вот ваши секреты, как заинтересовать ребенка в том или ином предмете? Ну, прежде всего, наверное, нужно найти общий язык с ребенком, видеть в нем личность. Я стараюсь быть для своих детей не просто учителем, но еще и другом. Но при этом статус учителя, педагога, Границы старшего, да, Они это все очень чувствуют. Ну и, конечно, использую разные формы, методы при проведении уроков технологии. Это, конечно, Со всеми можно найти общий язык. Абсолютно. Я стараюсь. Я очень стараюсь. Ну, не сомневаемся, что у вас получается. А еще вот такой вопрос, да, современные дети сегодня, они какие? Потому что, ну, понятно, что поколения меняются, меняется мир вокруг, и мне кажется, это все равно отражается так или иначе, ну, не на то чтобы на поведении, а на каком-то мироощущении, мироосознании детей. Какие сегодняшние дети? Ну, дети, они всегда все равно остаются детьми. То, что у них внутри, душа ребенка, это неизменно. Конечно, время меняет детей, больше гаджетов, больше телевизора, но при всем при этом общая, да, атмосфера, вот общее целое ребенка, оно остается неизменным. Ну вот вы хорошо сказали именно про контакт с детьми, да, хороший был вопрос. И, наверное, будет, ну, если есть, да, возможность, какие-то, может быть, секреты, как наладить контакт, секреты выстраивания, даже больше не контакта, а секрет выстраивания коммуникации родителями с детьми. Если, может быть, как педагог, можете что-то посоветовать? Ну, я со своими родителями стараюсь поддерживать двухстороннюю связь. Делюсь с ними сразу и успехами, и неудачами какими-то их детей. Родители же тоже чувствуют, да, и видят отношения между учителем и ребенком. И если они чувствуют, что ребенок тянется к учителю, учитель к нему, конечно же, у них тоже открывается душа и сердце. И им хочется идти навстречу. Но мои родители, они меня слышат, они меня чувствуют, поддерживают всевозможные мои инициативы. Ну, идут со мной рядом, рука об руку, во благо наших детей. У вас есть, да, возможность, у нас в Ленске тоже смотрят, можете передать привет и детям, и родителям, и, возможно, они сидят перед телевизорами, смотрят на вас. Да, я знаю, что они очень волнуются, моя семья, мои дети, мои коллеги очень сильно переживают. Всем огромный привет. Наталья Сергеевна, чего вы ждете от конкурса? Поделитесь. Ну, от конкурса, конечно, приобретение нового опыта жизненного, да, что-то для себя взять на будущее. Ну, в любом случае, так и будет, я уверена. Ну, тогда вопрос еще, да, дополнение, про чего ждать от конкурса. Ставите ли себе задачу, допустим, задача минимум, задача максимум? Есть ли они, или просто будет, что будет, я просто выложусь на все 100, а там... Я всегда иду до конца. То есть, в принципе, на победу настроены. Не опускаю руки, никогда. Ну, это прекрасно. Ну и, наверное, в завершении нашей беседы какие-нибудь советы молодым педагогам, может быть, начинающим, может быть, тем, кто сегодня хочет связать свою жизнь в будущем со школой, с учительской деятельностью. Да. Мой совет будет, наверное, очень прост. Любите свою работу, любите детей, прощайте им мелкие ошибки, проказы и отдавайтесь душой. Вот и все. Замечательные слова. Мы с замечательных слов начали, с ваших замечательных слов, что разговор, у тебя да. все получится, и заканчиваем не менее прекрасными словами. Спасибо, Наталья Сергеевна. Удачи вам желаем.
Да, несомненно, дойти до конца. удачи. Победы обязательно. Успехов в вашей деятельности, благодарных вам уже учеников. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, а мы прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы, и они расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Далее блок информации. В апреле мобильные бригады врачей будут работать в Алаиховском, Анабарском, Аймяконском и Чурапчинском улусах. Накануне специалисты Республиканской клинической больницы номер 3 выехали в Чурапчинский район. Медики проведут диспансеризацию населения в селах улуса. Сегодня мобильные бригады будут обследовать жителей сел Арылах и Сылан. 6 апреля сел Болтого и Хатылы. Прием будет вестись по живой очереди. Напомним, цель диспансеризации – ранняя диагностика хронических неинфекционных заболеваний. При выявлении проблем со здоровьем граждан направят на детальное дообследование у врачей-специалистов. Для ревакцинации подростков против коронавируса могут начать использовать первый компонент вакцины «Спутник-М». Об этом заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. При этом он не исключил, что регулятор может поручить провести дополнительные исследования. Ранее Гинзбург заявил о том, что детям желательно ревакцинироваться от ковида раз в полгода, но все зависит от эпидситуации. По его словам, однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что возникает встречный вопрос, как часто будет меняться штамм. Если коронавирус продолжит мутировать, бустерная зона вакцин поможет избежать тяжелых форм инфекции. 27 молодых семей из 12 наслегов Амгинского улуса получили сертификаты на строительство дома. По республиканской программе обеспечения качественным жильем выделено более 12 миллионов рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Молодые семьи, которые получили сертификаты, могут использовать их при строительстве или покупке дома или при погашении уже имеющейся ипотеки. Сумма сертификата зависит от состава семьи и количества детей. По условиям программы семья должна освоить выделенные средства в течение 7 месяцев с даты получения сертификата. Отметим, что по многочисленным просьбам жителей сумма сертификата в этом году была увеличена. Надо отметить, что данное мероприятие у нас вошло в традицию. Так мы ежегодно, благодаря поддержке правительства республики, поддержке Министерства строительства, вручаем сертификаты нашим молодым семьям, чтобы они обустроили свое жилье, построили и, соответственно, счастливо в нем жили. Молодые семьи, благодаря данной поддержке, у нас очень активно застраиваются ежегодно. И в этом году, опять же, не исключение. Первая партия пластиковых крышечек из Мирного вылетела в Якутск. Еще одна отправится в столицу в ближайшее время. Напомним, проект «Добрые крышечки» нацелен сделать мир чище и помочь детям с особенностями развития, которых воспитывают в приемных семьях. Люди приносят крышечки в пункты приема, а когда накапливается достаточно крупная партия, партнер проекта в Мирном, Мирнинский молокозавод, отправляет ее в Якутск. Здесь крышки взвешивают и отправляют на завод, где пластик перерабатывают и превращают в новые вещи. Средства за собранное сырье перечисляют на счет благотворительного фонда. На сегодня собрали 13 миллионов рублей. Почта России выпустила конверты и открытки, посвященные столетию якутской автономии. Об этом сообщает сайт 100yakutia.ru. На конвертах изображен логотип, а на открытках надпись «Республиканская филателистическая выставка. 100 лет со дня образования Якутской АССР». Изделия уже поступили в продажу в главпочтамп Якутска. Тираж по 2500 экземпляров. К этому часу это все новости. Удачного дня! Ну что ж, 5 апреля на календаре, этот день мы ждали очень-очень долго. На самом деле, всегда апрельские дни нас радуют. Почему? Потому что все начинает таять. Капель, казалось бы, мокро-сыро, но предвкушение, что еще чуть-чуть и наступит вот это все зелено кругом, деревья распускаются. Ну и вообще, да, соглашусь, каждый день он долгожданен, особенно когда наступает весна, с каждым днем все теплее и теплее, настроение от этого не может не подниматься. Очень надеемся, что и у вас все хорошо с настроением.
Связано ли как-то вот, ну, потепление резкое с проводами зимы? То есть, ну, каждый март мы проводы зимы проводим, а вот если не провести однажды проводы зимы, наступит ли весна или нет? Давайте проверим Ну, как-нибудь. 2 раза мы не проводили проводы зимы, Да. я думаю, пережили, все нормально. Но тем этот праздник и стал долгожданнее, да, в этом году. К примеру, Аймиконский район по праву считается полюсом холода. Там как бы еще холодновато, конечно. Да, вот где-то уже цветут тюльпаны вовсю, а здесь по ночам держится до минус 30. Да, но это не мешает жителям организовать свои проводы зимы. Уставшие от холода и зимы жители Уснеры вышли на улицу встречать весну. На площади у Дома культуры шумно и весело. На сцене самодеятельные артисты. Марфушенька, душенька хотела замуж выйти. 5-й год вот ходит, никто ее замуж-то не берет. Такая красотка, куда деваться. И вот мы украли весну. Но как ни старались недобрые силы помешать приходу весны, ничего у них не вышло. Вокруг играли и веселились. Тон, как обычно, задавали дети. Но, глядя на них, взрослым было трудно удержаться. Конечно, вот очень много детей, очень много людей. Все задействованы. Очень конкурсов, конечно, мы смеялись, мы и хохотали, и подпевали, и пели, и плясали, конечно, вот со всеми зрителями. Не хлопали, аплодировали. Замечательный, конечно, организация очень хорошая, мне очень понравилось. Радостная, счастливая, благодаря празднику, который нам подарили сегодня. Спасибо организаторам праздника. Спасибо огромное. Я очень счастлива, что побывала на празднике. Выездная торговля предлагала горячий чай, кофе, выпечку и шашлыки. Я здесь участвую в этом мероприятии первый год на проводах зимы. Здесь все очень организовано, все ярко, красочно, весело. Мы плясали, отдыхали душой. В центре площадки сжигается кукла, символизирующая зиму. Этот момент запечатлели, кажется, все присутствующие. Наконец-то в нашем суровом краю, на полюсе холода, наступила весна, долгожданная, поднялось настроение. Можно выйти с детками погулять, сразу же хочется жить, мы все оттаяли. Вот, хочется пожелать, чтобы после весны нашей пришло теплое, недождливое лето, и оно было, чтобы плодотворным. Ура! Весна, наконец! Всех с праздником! Теперь по всем правилам зима должна покинуть Аймиконию. Поживем, увидим. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Вот еще один праздник состоялся в эти дни в Момском районе. Там прошел слет оленеводов. И это ежегодно он очень зрелищно проходит. Долгожданный праздник для всех жителей северных районов. И наши коллеги, которые сейчас находятся там, стали свидетелями очень интересной и насыщенной программы. Выступления родовых общин, конкурсы по установке юрты, национальных блюд, спортивных состязаний, метание маута и, конечно же, гонки на оленях. Кстати, самая маленькая участница оленей гонок, ученица 2 класса Глафира Соловьева. Все это и не только вы очень скоро увидите на нашем телеканале, в нашей программе «Утро Якутия». Да, смотрите «Утро Якутии», открывайте вместе с нами наш родной край, неповторимую Якутию.
Смотри, вот несмотря на такой снег, да, достаточно еще не оттаивший, очень солнечный, там наших коллег встретило солнце. Это классно же. Да. Однажды будет материал, и я по своей традиции, конечно, если это будет сюжет, который сделает Руслан Ачиров, я скажу свою любимую фразу. После этого я до сих пор не видел Руслана. Но сейчас я знаю, что он находится в Омском районе с нашими коллегами, они там снимают, замечательно проводят, вероятно, рабочее время, чего только стоит вот этот круг Як-24. Понятно, что это не самолет, это Якутия-24. Люди собрались, выстроились, еще и танцуют. Как их выстроить еще надо было. Молодцы, ребята. Ждем, скучаем, скорее возвращайтесь. Ну а мы вот привыкли следить за таким прекрасным явлением, как северное сияние, как раз-таки в самых северных точках нашей республики, да. Но тем не менее недавно оно случилось в Мурманской области. Да. Небо в сельском поселении Урагуба в 70 километрах от Мурманска озарилось красивым сиянием. На кадрах видны ярко-зеленые волны света, медленно движущиеся в разных направлениях. Северное или полярное сияние – это свечение верхних слоев атмосферы, обладающих магнитосферой планет, при взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра. Я просто заворожен очень этими кадрами, и поэтому молчу. Действительно, красота неописуемая, но мы ее смогли увидеть. И на этой красоте мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Хорошего вам дня. До завтра. Обязательно. Отличного настроения. Пусть все обязательно сегодня у вас получится.